Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Сахан». На календаре 21 марта, понедельник. В этот понедельник с вами мы, Павел Танин и Полина Долинская. Понедельник день тяжелый ли? Всегда мы все сетуем на это. У всех по-разному. На самом деле понедельник ничем от других дней недели особо-то не отличается. Просто первый рабочий день недели. И на самом деле это, наверное, самый продуктивный всегда день бывает. Потому что в понедельник мы начинаем со свежими силами. У нас много идей, у нас много энергии. И мы пытаемся это все реализовать. И созидательным творчеством, скажем так, заниматься. Но вообще, на самом деле, понедельник считается тяжелым. Это сравнительно от того, как вы проводили эти выходные. Друзья, пускай этот понедельник будет для вас легким. Мы рады создавать вам настроение. Сегодня, кстати, в нашем выпуске вы узнаете много интересного и полезного. Кстати, весна – это время обновить все вокруг себя, проснуться от зимней спячки, в том числе и заняться домашним расхламлением. Как почистить кладовку на лестничной площадке. Мирно или дружно вместе с соседями. Ну, это если у вас, конечно, кладовка общая с соседями. Иногда с этим бывают, конечно же, проблемы. Ну, чем еще весна, в принципе, ознаменовывается? Скоро лето. Летом многие из нас занимаются каким-то садоводчеством, сажают растения. Вот как ухаживать за этими растениями? Что сейчас, какую рассаду уже начать готовить, чтобы в мае вас радовало ваш глаз радовала вот эта вот взошедшая растительность. Вот садоводы, огородники, собственно, нам подскажут, что же делать в этой ситуации. Ну а также весна – это время, когда нужно проводить его активно, быстрее, сильнее и выносливее. В поселке Енгра прошел общерайонный праздник День оленевода. Увидим это красочное зрелище, познакомимся с победительницей конкурса «Мама-предприниматель» и узнаем, как сделать интересный блог о своих хобби, которые можно монетизировать, ну и потом подать на участие в грантах. Да, ну и, конечно же, мы всегда рады обратной связи от вас. Вот у меня в руке замечательный этот планшет. Сюда вы можете отправлять свои сообщения на номер 8 914 273 4488. Вот там внизу этот номер написан. Мы все сообщения как минимум к сведению принимаем. Поэтому, если есть у вас какие-то идеи, которые вы хотели бы увидеть в эфире, мы всегда рады этим предложениям. Но я думаю, самое время сейчас узнать о погоде за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила минус 17, минус 31. В заречной группе Улусов минус 25, минус 33. В южных Валдане в это утро 13, в Нерингре 19 градусов мороза, в Вилюйской группе минус 12, минус 7. В Нижнеленских минус 14, минус 16, а в западных 7-9 градусов со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов 19-31, ниже 0. В Янских минус 19, минус 36. На северо-западе минус 13, минус 20 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 29 градусов мороза, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад. Ветер юго-восточный подует с порывами от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 8, минус 10 градусов. Тем временем на северах нашей республики стартовал уникальное такое событие, перегон оленей. Он проходит, собственно, в местности Чубукулах на территории Тюгесирского наслега. Там, собственно, предприятие Булунское, старейшее в республике, занимается разведением оленей. В этом году хозяйство приобрело около 500 оленей в Вена-Батантайском Улусе. А в это время в марте в Нерингринском районе проходит общерайонный праздник День оленевода. Праздник как раз посвящен к 100-летнему юбилею Якутской СССР. Давайте узнаем, как это было. Утро 17 марта для многих оленеводов началось не как обычно в тайге, а в администрации Нерюнгринского района, куда они были приглашены на встречу с главой района Романом Щегельняком. В режиме открытого диалога главы родовых общин задали свои вопросы и поделились насущными проблемами. Основные из них – это борьба с волками, рост цен на продукты, низкое денежное содержание чумработниц и самих оленеводов и опасения по поводу вымирания отрасли. И вот на все эти вещи нужно обращать
обращать внимание, может быть, даже на уровне законодательства Республики Саха-Якутия. Мы с этой инициативой будем выходить и на профильные комитеты Государственного собрания ЛТМН для того, чтобы все инициативы доводились до правительства и, возможно, какие-то изменения и принятие решений, в том числе и по этим проблемам тоже. Но еще раз хочу сказать, что эти проблемы, они имеют долгую историю, как говорится, проблема с бородой, поэтому я уверен, что на эти проблемы необходимо обратить внимание как районному руководству, так и правительству республики. Далее все присутствующие отправились к памятнику эвенкийским каюрам-первопроходцам, где состоялась торжественная церемония возложения цветов. Памятник, идущий поперек хребтов, был установлен к 45-летнему юбилею города Нерюнгри и Нерюнгринского района. В прошлом году сюда впервые возложили цветы в память каюров-оленеводов, которые помогали осваивать земли Южной Якутии. С тех пор это стало традицией. В это время в Центре культуры и духовности имени Пушкина уже была подготовлена выставка фотохудожника Юрия Коковина «История одного праздника». В нее вошли 40 работ из огромнейшей коллекции на тему оленеводства. Я когда выложил, у меня одни олени, глаза, рога и так далее, неинтересно. Я сразу вспомнил, что у меня громадное количество людских портретов, которые, тоже неотъемлемая часть якутской природы. И вроде бы как получилось. Я вот сегодня смотрю, хожу здесь, и люди подходят и мне говорят спасибо. Поэтому вывод такой. Эвенки – дети природы, и поэтому мне интересно их снимать. Тут же мастерицы села Йенгра представили свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства. На ней гости праздника могли увидеть куклы, шумовые инструменты, украшения и, конечно, традиционную обувь и одежду эвенков. Ведь пошив предметов одеяния практикуется во всех семьях этого народа. Костюмы вот эти, то, что висят, это моя работа, это ручная работа. Сама шью, выделываю, стараюсь для внуков. У нас на день оленевода будет конкурс у детей, а я говорю, вот эти костюмы они оденут и выйдут на сцену. Продолжил программу гастрономический смотр-конкурс национальных блюд. Все разнообразие эвенкийской кухни могли оценить присутствующие и члены жюри. Больше всего мне понравилось блюдо чукин. Это, получается, стейк из оленины. Как мне сказали, прожарки медиум. Они в этом молодцы, что знают такие прожарки. Меня это больше всего удивило. Все участницы большие молодцы. Блюда были экзотические, я бы так сказал, непривычные обычному человеку. Они оленина, сердце, почки. Критериями оценки блюд стали мастерство, вкус, запах, совместимость продуктов, презентация и оформление. Блюда все мясо, оленина, субпродукты оленя, дичь и рыба, которая водится в наших реках, плюс чаи, морсы из наших ягод и трав. Завершился этот день праздничным обедом, где состоялось чествование оленеводов и вручение заслуженных наград. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Главная библиотека Якутии запускает на своем официальном сайте проект «Блоги Якутии», нацеленный на популяризацию чтения, знания об истории и культуре региона и поддержки творческого потенциала жителей Якутии. Сегодня у нас в гостях Аида Прибылых, сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Доброе утро! Вот мы сейчас посмотрели вместе с вами, тоже как раз застали немножко сюжет про праздник оленеводства, в том числе в Йенгре. Вот подобные истории могут ли, вообще истории родного края, Конечно. Истории региона, города, могут ли стать участниками этого проекта? Да, конечно, у нас совершенно открытая площадка. Во-первых, она у нас в официальном сайте. Это получается, то есть наш сайт вообще, он всегда открытый. Всего лишь надо зарегистрироваться, короткую регистрацию пройти, и ты уже автор. Там могут быть авторы, которые хотят написать в нескольких блоках. Это культура. Вот, кстати, к культуре, относится праздник оленевода, история. Это может быть и современная история, и прошедшая история. Афиши можно выкладывать, то есть объявить, что состоится праздник оленевода какого-то числа. И также несколько таких блоков о чтении можно написать. То есть там и текстовый материал идет, а также можно прикрепить видеоматериал. Да, видеоматериал, то есть ты снял, допустим, что-то о дне оленевода, и уже постфактум
постфактум ты делишься этим, что происходило, допустим. А То есть как вообще- фактически это такой как блог, только очень нишевый конкретно об истории и культуре. Как Да. вообще возникла идея создания Ну, вот этого смотрите, проекта? вот буквально несколько дней назад вообще из медиа-среды, из интернет-среды, к сожалению, ушли дневники и афиша ekt.ru. Национальная библиотека всегда оперативно реагирует на происходящие события, которые относятся к культуре, к чтению и вообще к правильной, объективной информации. Поэтому мы оперативно решили создать, что блоги, ну, как бы уже сказали, чтобы поддержать творческий потенциал жителей. И мы знаем, да, что каждый житель, потеряв какую-то площадку, которые у него уже были, да, где он делился какими-то событиями, мыслями своими, он всегда стремился что-то написать. И вот как раз-таки наши блоги своевременно появились в медиа-среде. И Уже есть какие-то первые публикации? Да. Мы в первую очередь обратились к тем авторам, которые писали на ekt.ru в дневниках. Это вот Николай Барамыгин, да, который очень популярный блогер, делится повседневной историей Якутии современной, к Алексею Пудову и к некоторым краеведам-историкам. Они уже писали, у них уже есть свой опыт, и они согласились и поддержали, что это может быть очень такой популярной и востребованной площадкой. Так что у нас есть уже свой пул авторов, в том числе к этим авторам относимся и мы, сотрудники библиотеки, которые не только про библиотечную повседневность рассказываем, но мы еще и про свои увлечения. Допустим, коллега рассказывает из хобби, да, которое связано вот с этими блоками. Я, допустим, пишу про историю Якутии, так как я сама историк, да, по образованию. И наши друзья, коллеги пишут тоже о чем-то, о своем любимом. Ну, наверное, в завершении, да, имеет смысл спросить, есть ли какие-то, может быть, ограничения, какой должен быть это контент, то есть какой-то отбор, модерация проходит? Да, конечно, оперативную модерацию проходит, модерируют сотрудники библиотеки, то есть там особо никаких нет, просто, цензура, да, и оскорбление личности не должно быть, как бы известные стандартные, да, ограничения. И достоверные данные еще. Да, конечно, достоверные данные. Большое вам спасибо за такую интересную беседу, за то, что вы в это утро пришли к нам в студию. Как раз-таки рассказали про очень такую полезную для всей нашей республики интернет-площадку. Я думаю, это будет интересно каждому из нас. Ну, а прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой вернемся. И, во-первых, наши коллеги расскажут об актуальных новостях, а мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости. Доброе утро. Гуманитарные грузы из Якутии для жителей ЛНР и ДНР доставили в Москву. В московском аэропорту Внуково встретили груз с гуманитарной помощью, собранной якутянами для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, эвакуировавшихся в регионы Российской Федерации. Воздушное судно авиакомпании «Якутия» приземлилось в Москве с 2 тоннами груза. Далее гуманитарная помощь будет отправлена в регионы, где разместились беженцы. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Прибывшая в Москву партия стала только первой из многих. Минпромторг и Минцифры России запустили новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию был запущен новый онлайн-сервис, который работает на базе государственной информационной системы промышленности. С помощью него заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики направлять свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. В свою очередь, поставщик сможет наращивать объемы продаж отечественных аналогов, найти новых заказчиков и новые рынки сбыта, получить автоматическую рассылку приглашений к торгам каждый раз, когда заказчикам нужен товар. Железнодорожная станция Нижний Бестях в Якутии работает в штатном режиме. Правительством республики принимаются все меры для современной доставки продовольственных товаров и материалов до закрытия ледовой переправы. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников посетил железнодорожную станцию Нижний Бестях в Мегино-Канагаласском районе. Он осмотрел объекты инфраструктуры, а также провел совещание по вопросу доставки жизнеобеспечивающих грузов через железнодорожные пути. Встреча обоснована решением и сигналами, которые поступают в структуры власти
власти от предпринимательского сообщества и населения, подчеркнул Дмитрий Садовников. В целом из всего количества завозимых грузов в Якутии 60% это нефтепродукты, 20% стройматериалы и 20% продовольственные и потребительские товары для населения. И мы сегодня посмотрели, как работает у нас станции здесь, как работает, тупиковые структуры. И надо дать должное, что груза здесь действительно хватает и работы хватает. Схема, она все равно имеет место, где нам надо доработать, в том числе по городу Якутску, чтобы максимально удовлетворить потребности населения и работы наших предпринимателей, малого и среднего бизнеса. И сегодня в планах нашего Министерства транспорта и правительства, конечно, безусловно, в приоритете будет стоять продовольственный товар. И, повторюсь, это 20 всего лишь процентов, то, что сегодня завозится по железной дороге. И мы сегодня и логистику и предпринимательское сообщество, с ними будем работать для того, чтобы товар своевременно доставлялся, и потребители не испытывали какой-то дискомфорт или, дай бог, нехватку как тех или иных продуктов, которые сегодня мы потребляем. Доброе утро, друзья! Всем, кто начинает свой день вместе с нами, и всем, кто только присоединился. Это программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Сахан». Да. В Казачьи началась подледная рыбалка. Но подледная рыбалка, самое время для нее настало. Вот видео, которое сейчас мы видим, большой любитель подледной рыбалки, житель села Казачьи Николай Слепцов его отправил. Его мастерски снятые видео и ролики всегда завораживают зрителей. И вот предлагаем еще раз увидеть моменты подледной рыбалки в окрестностях села Казачьи на реке Яна. По этим кадрам видно, что рыбалка была клевая. Ну, клев был, как минимум. Клев был отменный. Да, если у вас есть, кстати, тоже какие-то интересные видео с рыбалки, просто ваше увлечение, хобби, всегда можете нам отправить на наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну и, пользуясь случаем, я хочу напомнить, что наша программа объявила конкурс двойников, и вот на этот же номер вы можете присылать свои, ну, пускай будет это коллаж, да, вы, ваш знакомый, родственник и вот известная какая-то личность, предполагаемый двойник. Предполагаемый двойник какой-то известный. Но победитель, и узнаем мы имя его 1 апреля, озвучим, и победитель получит в приз. Это профессиональная фотосессия непосредственно в образе этой звезды можно будет сделать. Да, так что, друзья, активнее участвуйте, мы двигаемся далее. И если мы продолжим тему как раз-таки туризма в Якутии, то вот недавно наш коллега Руслан Ачиров вернулся с поездки в Оймякон. Было очень много интересных съемок и очень популярным туристическим маршрутом на полюсе холода. И обязательным посещением является коневодческая база по разведению якутских лошадей. Здесь в суровых условиях, в морозных, содержится большой табун лошадей. Михаил, сейчас что вы делаете? Ну вот это, косяк лошадей загнали и чистим. Это снега нынче много, и это, чтобы лед не превращался, снег чистим почти каждую неделю. Каждую неделю, каждую лошадь раз в неделю вы чистите от льда, от снега? Ну, от снега, чтобы лед не было, чтобы шерсть была сухая и чистая. Сколько у вас лошадей? Чтобы не... Всего 122, маточные 70. И это, молодняк, лошади есть, жеребцы. 8 косяков всего. Сложно ли содержать лошадей вот в таких условиях, очень суровых, морозных? Сама природа создала, чтобы здесь лошадь выросла. Здесь самый большой приплод берем по республике. Даже в советские времена было, сейчас тем более. 98 под 100% приплод берем. Я каждый год меньше 90 не беру, 80-90% подплода каждый год. И вот поголовье это быстро растет. Вот нынче я 15 жеребят выращиваю.
будет один косяк хороший. Якутская лошадь наиболее морозостойкая, имеющая подшерсток и шерсть длиной от 8 до 15 сантиметров. Даже зимой она может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами. В Якутии лошади живут на открытом воздухе круглый год, при температурах летом до плюс 40 и в зимнее время до минус 60 градусов. И пищу ищут самостоятельно. Каждый вожак держит свой табун от 18 до 24 кобыл и жеребят. Такой семьей животные и пасутся. В табуне Михаила у каждого жеребца по 16 кобыл, которые дают приплод в 15 жеребят. Коневодство у нас на северо-востоке развито, что в Эмиконе, что в Верхоянске. Если годы зимовка идет хорошо, то вообще без малых затрат будет. Можно брать это. Без малых затрат идут это. А сколько лет вы занимаетесь коневодством? Я сам с Иркутска родом. Меня отец посадил 3 года. Как начал только ходить, и уже на лошади был. Но здесь, в Якутии, сам приехал в 87 году, в августе месяце. И так остался здесь уже, который год. На самом посчитать, сколько лет. А конкретно я занимаюсь коневодством с 94 года здесь, 1994 года. Коневодческое хозяйство находится в поселке Берек-Юрдя Аймиконского улуса, в непосредственной близости от поселка Аймикон, и является одной из достопримечательностей маршрута на полюс холода. Сюда часто приезжают туристы, чтобы поближе познакомиться с уникальной породой якутских лошадей. Республикалық тақтарға үшіге жолдақ жонар болынар. Тоқбар үшіге бағарабын. Спасибо, что вы слушаете меня и видите. Тем временем съездил наш коллега, да, Руслан Ачиров. Я его после этой поездки до сих пор не видел. Если что, пишите на WhatsApp, если знаете что-то о нем. Ну, мы хотели бы рассказать, показать, значит, замечательно милое такое событие, милое видео, связанное с медведицей белой томпой, которую обнаружили в поселке Джибарики-Хая Тампонского района. Она обжилась очень неплохо в московском зоопарке и, как мы можем видеть, чувствует себя отлично. Она нежится в снегу, это на кадрах запечатлено, играется. А по словам сотрудников вообще московского зоопарка, в вольере создали условия, максимально приближенные к арктическим, поэтому медведица очень довольна и резвится. Мне кажется, она себя прекрасно чувствует в своих таких естественных условиях, да, арктических, но при этом еще и живет в столице нашей страны, по-моему. Жизнь у нее удалась. Это как переехать в столицу, но при этом привезти с собой частичку родины. Да. Очень здорово. Ей прям нравится. Завидую белой завистью. Кстати, между прочим, если кто еще не знает, если еще никто не брал телефоны в руки, не смотрел на календаре у нас сегодня 21 марта. И, кстати, наступил день весеннего равноденствия. Считается, что в этот день свет и тьма разделяются поровну. И именно с этого дня начинается обновление в природе. Первый весенний гром, набухание почек на деревьях и буйное прорастание зелени. Ну а какие еще даты и события выпадают на сегодняшний день, узнаем далее. На календаре 21 марта. Сегодня отмечают Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день лесов. По народному календарю наступал весенний солнцеворот. На него приходился день вербы. К этой дате она уже должна была распуститься. Время вербе осеребрится, говорили в народе. Ветки вербы приносили в дом. Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть, бытовые неполадки, ссоры и болезни. В этот день бельгийским мастером духовых инструментов Адольфом Саксом запатентован саксофон. На сцене ливерпульского The Cavern Club прошло первое выступление Beatles. Выступали они как поддерживающая группа. В последующие 2 года группа дала почти 300 концертов на этой сцене. Последние 27 заключенных навсегда покинули легендарную тюрьму Алькатрас. История этого печального знаменитого места началась в XVIII веке.
Спустя 10 лет после закрытия здесь был открыт музей, который сегодня ежегодно посещают около 1 миллиона туристов. Про Алькатрас снято немало художественных и документальных фильмов. Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети Twitter. В этот день родились Леонид Утесов, советский эстрадный артист и певец, киноактер, народный артист СССР. Тимоти Питер Далтон, валлийский актер театра и кино. Сергей Лавров, советский и российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Российской Федерации. Гэри Олдман, английский актер, режиссер, продюсер и музыкант. Варвара Субботина, российская синхронистка, 4-кратная чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Европы. Именины сегодня отмечают Афанасий, Владимир, Иван. 21 марта – это всемирный, между прочим, день кукольного театра и всех кукольников. Вообще этот праздник появился по инициативе одного из кукольных театров иранских. И вообще само понятие кукольного театра, оно имеет богатую историю. В древности это все появилось. И в первую очередь тогда имело ритуальную такую направленность, эстетическую, и лишь потом развлекательную. Вопреки сложившемуся мнению, что кукольный театр – это развлечение для детей, в мировой культуре это серьезное искусство. Кукольные спектакли для взрослой аудитории и даже такой вид представления, как кукольная опера, вовсе не редкость. Да, кстати, в Якутске много талантливых людей, и об одном из авторов кукольных, таких авторских кукол расскажет Ирина Григорьева. Начинаю набирать мышцы. Это я леплю Юрюнола из Олонхо. А вот у меня Туярмаку в процессе. Лепить с нуля. Смотреть, как рождается лицо и тело. Вот так из рук кукольного мастера Харчана Бапагай рождается сказка. Процесс создания куклы сложный и долгий. Муза переносится на холст, эскиз на глину, кусочек за кусочком, и начинается волшебство. Кукла оживает, обретает черты, характер, а затем и душу. Свой путь от любителя до мастера, признается Харчана, был таким же – сложным, тернистым, но сказочно интересным. В 2015 году, когда старшая дочка была маленькая, 3-летняя девочка, мы с ней вместе играли, придумывали разные развивайки, и в один день я искала новую идею в интернете и наткнулась на статью про известную нашу российскую кукольницу. Там были фотографии ее работ, фарфоровые шарнирные куклы. И я просто была в восторге, как человек может своими руками сделать такое, сотворить вот маленькие копии людей. Так интерес превратился в дело, а ежедневный труд в ремесло, благодаря которому в течение 7 лет рождаются шедевры. Кукольный мастер – это и художник, модельер, дизайнер и скульптор, и даже ювелир. Особенно при росписи лица, где нужно передать самое главное – эмоцию и настроение. Фотографии работаю и иногда требую видеозапись, чтобы понять вот вообще 3D фактуру, объем. И иногда вот не отправляют. И тогда очень сложно по некачественным фотографиям работать, но мне всегда удается. Как будто сошли со страниц детских сказок. Живые, яркие, настоящие. Лесные девочки, обитающие в сказочном лесу. Плачущий мальчик, слепленный из образа сына, и образ отца, учителя, актера и художника. Мастер не только воплощает в реальность придуманный образ, облачая куклу в костюм, но и вкладывает в нее свою душу. На изготовление одной куклы уходит около месяца. Мастерица добивается не только внешнего сходства заказчика, но и старается передать внутренний мир человека. Мастерица делает не только куклы, но очень интересные экспозиции. Например, она сделала вот такую кухню в миниатюре. Дома в миниатюре и предметы быта – еще одно интересное направление, где Харчана также находит свое вдохновение. Максимальная достоверность в миниатюре, и даже мука в пакетах настоящая. Такие работы особенно ценят коллекционеры и организаторы выставок, где работы якутской мастерицы экспонируются постоянно. Очень любят его. Образ тоже взят от моих детей, моего сына. Летом он в деревню точно так же ходил, грязненький такой, и искал меня. Семья, родные, любимые дети – главные мотиваторы.
Мастерица чтит своих предков, изучает родную культуру. В мифологии и якутских сказках находит свое озарение. На окне уникальная работа, сделанная из обычного дерева. Композиция хранительница очага Харчана делала вместе с отцом, поэтому она особенно дорога. Творение несет особую энергетику и транслирует жизненную мудрость. Вот это дупло нашел мой отец в лесу. Это нарост такой к дереву. И когда я увидела его находку, я попросила у него разрешение забрать, во-первых, и, во-вторых, сделать ему дырку. И получилось у нас дупло. И в этом дупле живут лесные человечки. И вот, например, хранительница очага сидит, ждет своих родных после охоты. Отец придумал к образу целый сюжет, озвучил историю, даже добавил музыку. Получилась прекрасная сказка. Главный посыл работ мастерицы прост – вспомнить детство и окунуться в сказочный мир. А главное – эмоция, которую вызывает кукла. И есть конечный итог творчества художника-кукольника – дарить только радость. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Якутск. Казалось бы, да, вроде бы отец, а помогает дочери изготовлять кукол. И, кстати, вот, между прочим, отцы и дети – это всегда очень интересный такой коллаб, и всегда что-то хорошее получается. И, кстати, вот среди отцов и сыновей Мирнинского района выявят лучших. 26 марта в Арылахе на реке Малая Ботавия пройдет конкурс «Ага Кюреге». В этом году он приурочен к столетию образования Я СССР и Году матери в республике. Участники расскажут об увлечениях и семейных традициях, еще посоревнуются в оттиске бревна, заготовке дров, пробивании проруби и других сугубо мужественных конкурсах. Команда – это непосредственно папа и сын в возрасте от 14 до 17 лет. Вот такие конкурсы, мне кажется, они как минимум позволяют сплотить вот эту связку отца и сына, потому что это тоже какие-то особые взаимоотношения, какая-то особая семейная связь именно отца и сына. Ну, а тем временем весна все ближе, как ближе, уже половина марта прошла, если не конец. И самое время подготовить свою квартиру, наверное, к лету, навести какой-то порядок после вот этой застойной зимы, расхламлением заняться. И часто у нас много всего скапливается в кладовках. В некоторых домах, даже на лестничных площадках есть кладовка, и часто она бывает общая на всех соседей. А иногда бывает так, что кто-то из соседей полностью ее оккупирует. И что же делать в этом случае? Советы нашего юриста. Доброе утро, уважаемые телезрители и уважаемые дачники. Сегодня наша тема – многолетники. На некоторых пачках написано: при раннем посеве они зацветают первый год. И так хочется посмотреть вот эти цветы, какие они будут. Поэтому вот в квартиру я сажаю такие же многолетники, а вот в такие ящики я сажаю помаленечку, понемножку многолетники на балкон. Земля должна быть и не сухая, и не влажная. Сейчас многие пишут, там полить надо или что. Я, например, уже много лет так делаю. Я поливаю, за 3-4 дня чуть-чуть. Вот она вот так на ощупь чуть-чуть влажная. Так как мы оставили бы их на улице, на даче осенью. Я посею дома, укутаю все вот это. Я уже вот вынесла эти ящички вот такие. Сначала положила пленку, потом плотную бумагу, еще газеты. И вот таким материалом, которым цветы укутывают, когда покупаете, и таким материалом укутала полностью ящики эти все. И они у меня вот на балконе. А здесь вот, которые я посеяла, вот написано многолетники, им нужна подсветка. Очень хорошая подсветка. Иначе вот это ничего толку не будет никакого. Вот прямо сначала 30-40 сантиметров над ними нужно. Но они должны до конца апреля здесь расти. А потом уже увозим на дачу их. А эти мы увозим
увезем их в той же коробке укутанные, и распечатаю я их, наложу на них снег и оставлю в теплице. Отдельно я хочу сказать про наш дельфиниум. Дельфиниум – это очень болезненный вопрос у всех, а я сделаю им скарификацию. Скарификация – это небольшое повреждение оболочки семени. Чуть-чуть ее надо, чтобы она немножко тронулась, она очень прочная у них. Поэтому мы вот так ложим на наждачную, на нулевку бумагу эти семечки. Пишут, что надо, ну, многие пишут, что нужно этой бумагой. Я не делаю бумагой. Я делаю вот так и чувствую я. Чуть-чуть придавить их, чуть-чуть совсем придавить. Они лежали у меня на балконе с Нового года, почти закутанные все лежали. Вот готовлю такую землю. Очень хорошую тоже землю, рыхлую. Самое главное, она чтобы была рыхлая. Но здесь и Классман есть, и дальше что еще? Вот земля универсальная для этого. И немножко нашей земли. Наша земля, она у нас отдыхает, лежит, мы ее готовим на даче небольшую кучу, закрываем ее, и она все лето лежит, вот, отдыхает. И все, что в ней есть, вырастает, там что-то, вот так мы готовим. Рядочки вот такие сделаю, и на 0,5-1 сантиметр. И вот так же я укутаю, посею вот эти семена сюда, и также все укутаю, как те семена, сделаю пленку сначала, потом бумагу, ну, чтобы они не просыпались, все прочное, чтобы было. И в апреле месяце, когда увезем, я наложу снега сюда, может, 2 ящичка получится, и уже в теплицу под пленку поставлю. Попробуйте вот так. Всего вам хорошего, доброго, и чтобы у вас все взошло. Это еще один прекрасный способ, чем можно себя занять весной, тем более, что это, во-первых, помогает настроиться на приближение лета, а также своего рода многие садоводы и огородники говорят, что высаживание и подготовка рассады – это своего рода медитация. А каждая медитация – это песня внутри каждого. Кстати, друзья, мы предлагаем узнать, какие новости культуры далее. Доброе утро! С вами «Культурные новости». Якутские фильмы в кинотеатрах можно будет посмотреть по Пушкинской карте. В нашей республике 26 кинотеатров и кинозалов уже технически готовы к участию в федеральной программе «Пушкинская карта». Перечень якутских фильмов для просмотра по Пушкинской карте будет регулярно пополняться. В 4-й раз по инициативе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия прошла межрегиональная акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока-2022». В этом году 954 участника писали диктант на 15 исчезающих языках на разных площадках в 10 регионах. Участники из Якутии писали диктанты на 6 языках – эвенкийском, эвенском, чукотском, долганском и 2 диалектах юкагирского – тундренном и лесном. 12 марта в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия состоялся республиканский отборочный этап чемпионата мира по чтению вслух. В региональном чемпионате приняли участие 7 любителей почитать вслух. Победителем вышла главный библиотекарь Национальной библиотеки Туяра Сакарутова. Победитель отборочного этапа в городе Якутске выходит в финал конференции «Восток». Чемпионы региональных конференций выходят в суперфинал чемпионата, который пройдет на Красной площади в городе Москва. Пожелаем нашей землячке Туяре Сакарутовой успехов на последующих этапах чемпионата мира по чтению вслух. На прошлой неделе в Театре коренных малочисленных народов Севера открылся музей. Благодаря стараниям художественного руководителя Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Любовь Алексеевны Никитиной и при поддержке творческого коллектива театра открылся музей театра, где полностью освещена
история народного ансамбля «Гулун», на базе которого создан Государственный театр народов Севера, его достижения и победы, история развития и процветания театра коренных малочисленных народов Севера. На этой неделе в рамках празднования 85-летия старейшей кузницы кадров нашей республики Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой в Якутске состоятся сразу два важных мероприятия. Первое из них пройдет 18 марта. Это Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные особенности подготовки кадров в сфере культуры и искусства», участники которой обсудят актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед российским образованием. А 19 марта состоится гала-концерт студентов Якутского колледжа культуры и искусств «Кюнеркön. Несущее тепло солнца», где свои яркие таланты покажут будущие работники сферы культуры. На этом наш выпуск завершается. Желаю вам удачного дня и до новых встреч. Вообще, мы начали новости культуры с того, что один из способов, наверное, как проведение личного времени какого-то, ну, что-то заниматься чем-то, да, и так хобби. далее. И хобби. А иногда самая лучшая работа — это же хобби, за которое вам платят деньги. Как правило, это все всегда перерастает в предпринимательство. И с 14 по 18 марта в Якутске прошел 5-дневный курс федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» на базе центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства. Финальный бизнес-проект участниц определил победительницу, и ей стала Татьяна Казакова из Сунтарского района с идеей создания кондитерской студии магазина «Выпекайка», если не ошибаюсь, называется он. И Татьяна сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, с чего вообще возникла идея создания именно такого проекта, бизнес-проекта? Ну, когда я ушла в 2019 году, родила первого ребенка, я хотела заниматься своим любимым делом. Получается, я с детства люблю выпекать. Именно выпекать не такие мучные изделия, а именно сладкие, которые пироги, торты, капкейки, всякое разное, да? Пирожные. Пирожные, да, вот. И когда я родила старшего ребенка, задумалась, чем же мне заняться. Я до этого работала в салоне красоты, и поэтому хотела то же самое, что связано с девушкой. Там. И когда я была в замешательстве, чем мне заняться во время декрета, да, не сидеть же весь день с ребенком, да, и вот тогда мои близкие подруги, родственники посоветовали испечь под заказ. И недолго думала, я уже решилась. И когда приехала на этот проект, у меня уже был 4-летний стаж. Я домашний кондитер. И сейчас хочу реализоваться еще больше, как бы сделать, как я сейчас я работаю как самозанятый, а сейчас я хочу уже перейти на ИП. Ага. Ну, как бы фактически развитие бизнеса. Да, идет. развитие бизнеса. Вопрос, да, в 2 словах буквально. Вы рассказали предысторию, вы на конкурс пришли уже с 4-летним опытом работы там, в домашних условиях, скажем так. Что побудило именно в конкурсе принять участие? Мотивация была какая? Муж, скорее всего. Ну, он увидел объявление, вот именно «Мама предпринимателя» в Инстаграме и отправил мне. И как бы с посылом, чтобы участвуй. В общем, направил вас на на победу. сколько участниц было? Участниц в отборочном туре нас было 96. А потом нас выбрали около 30 девушек. Ну, 25-30 где-то. Ну вот из 3 десятков, да, участниц в среднем, ну, там, самые популярные, может быть, направления, чем сегодня у нас мамы-предприниматели занимаются по большей части? По большей части это, скорее всего, туризм. Туризм именно в республике Саха-Якутия, то есть на окраинах города Якутска. Ага. Ну вот скажите, вроде бы говорят, что материнство — это когда ты посвящаешь все свое время семье, а тут еще и мама, еще и предприниматель. Как это успешно в себе сочетать, чтобы не страдала ни одна, ни вторая часть? Во-первых, нужно, наверное, делегировать. Нужно, чтобы были помощники. Мои самые близкие помощники — это мой муж и моя мама. Сейчас мои дети находятся в Сунтаре с мамой и с мужем. Я уже как почти 2 недели уже от них уехала. Я думаю, можно им передать привет. Всем привет. Они будут
они будут рады, увидят маму с утра. А что вы посоветуете тем мамам, которые сейчас сидят в декрете, или просто женщинам, которые хотят начать свое дело, но боятся или не знают, с чего начинать? Ну, нужно слушать свое сердце и не бояться. Ну а как вот, может быть, дадите тоже совет? Одно дело, как именно дело начать, а другое дело, подскажите, может быть, как найти в себе вот какой-то, может быть, ну не то чтобы талант, но предрасположенность, чем бы вот я могла, допустим, я вот женщина в декрете, чем бы я могла заняться? Вот как одна из вопросов совета. Направление свое. Направление, да. Нужно, скорее всего, анализировать себя, да. Например, у человека же есть кто-то любит шить, кто-то вязать, да. Я, например, вот тортики, да, сладости, например. И вот так выбрать свое дело. Может быть, вы любите шить с детства, например. То есть, в принципе, из любого хобби сегодня можно... Да, с любого абсолютно. Чем можно, чем хочешь, куда лежит сердце, так тем и заниматься. Но самое главное, это чтобы, конечно же, любимое дело приносило именно удовольствие и не было в тягость. Мы, конечно, желаем вам дальнейших успехов, реализации ваших планов, ваших бизнесов. И, конечно же, поздравляем с победой, потому что в самом начале почему-то мы это забыли сделать. И спасибо, что пришли в нашу студию, на наши вопросы ответили. Еще раз поздравляем с победой. Спасибо. И наш эфир двигается дальше. Ну, друзья, как мы уже анонсировали, самое время весной расхламляться, проводить уборку генерально не только у себя в квартире, но и в кладовках, если у вас такие имеются. Если они имеются у вас на количество соседей на этаже, и вы используете их вместе, как все это использовать, либо кто-то его занял. В общем, советы нашего юриста будут полезны всем. Доброе утро, дорогие друзья! Весна, пора уборки. И как же хочется весь такой нужный, но вроде бы мешающий в квартире хлам куда-нибудь сложить. И тут возникает вопрос, а почему это у наших соседей на лестничной площадке кладовка, а мы и не пользуемся? Вопрос очень закономерный. Все кладовки, которые встроены изначально по техническому паспорту утверждены, это общедомовая собственность. То есть если у вас на лестничной площадке есть она предусмотренная кладовка, да, то есть она по техническому паспорту существует, это общая собственность всех соседей. Никто не может запретить вам ей пользоваться. Поэтому обращаемся к соседям и требуем ключ. Не дают ключ соседи, обращаемся в ТСЖ. Но если и ТСЖ не поможет, ну тогда, к сожалению, в судебном порядке, но я думаю, что ТСЖ пойдет навстречу и урегулирует ваш спор. А что делать, если этой кладовки нет, но так хочется? Кладовку организовать в принципе возможно. У нас есть требования СНИПов и СанПинов. Итак, СанПин 212-264-510 указывает, что кладовки в многоквартирном доме рассчитываются как 3 квадратных метра на одного человека с обустройством отдельного выхода, но не в жилые помещения. Хранить в них можно твердое топливо и овощи, то есть невоспламеняющие предметы может хранить любой желающий из расчета 3 квадрата на человека. То есть договорились с соседями, если не препятствует, ничего не нарушает, то возле лифта в многоквартирных жилых домах, в общем-то, организовать кладовку возможно. Далее, у нас есть СНИП 3101-2003. В пункте 4 собственникам разрешено пристроить помещение технического характера высотой 3-го этажа, чтобы хранить инвентарь и предметы, не относящиеся к бытовым вещам. То есть тоже разрешено. Но как это сделать правильно? Выносим на собрание собственников жилых помещений вопрос. Нам необходима кладовка. Утверждаем, что кладовки быть. Далее рассчитываем, как ее организовать так, чтобы она не препятствовала к доступу к лифту, к техническим помещениям, не препятствовала мусоросборнику. Если это возможно, организуем кладовку. Далее регистрируем в техническом паспорте, вносим изменения. И все, с удовольствием пользуемся. Но что же делать, если кладовку организовали не вы, а она вам правда мешает? Вы точно знаете, что там сидят дети, что-то шумят, а порой и что-то жгут. То есть это небезопасно. Что делаем? Обращаемся в ТСЖ, пишем жалобу, что по угрозе жизни и здоровью, возможном хранении пожароопасных предметов пользуются кладовкой. Кладовка не организована, вы согласия не давали. ТСЖ должно разобраться и обратиться, получается, к собственникам, которые организовали кладовку, или просто ее снести. Если ее нет в техническом плане, если пригласить пожарную инспекцию для проверки, что она правда угрожает пожарной безопасности дома, то ее просто ликвидируют, снесут, и расходы, которые потерпели, получается, собственники жилья в виде сноса кладовки, да, то есть на мастеров, которые демонтировали двери и так далее, будут распределены на тех виновников, которые этой кладовкой пользовались. Поэтому все возможно, главное с соседями договориться.
Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В связи с ремонтными работами ЯТЭЦ сегодня, 21 марта, с 9:30 до 14:00 будет ограничена подача холодного водоснабжения в столице республики. Под отключение попадают дома по улице Халтурина, несколько домов по улице Семилетки и дома 12 и 16 по улице Герцена. Вторая партия из 35 комфортабельных автобусов типа ПАС «Вектор», приобретенных для обновления парка столицы республики к столетию ЯССР, прибыла на станцию Нерюнгри-Грузовая. Прибытие транспорта на станцию Нижний Бестяк запланировано 25-30 марта. Из ожидаемых 100 автобусов 90 будут курсировать по внутригородским маршрутам, 10 на межрайонных перевозках. Так, 65 автобусов приобрел МУП «ЕПАК», 35 частные перевозчики некоммерческой организации «Союз Авто». Из госбюджета Якутии предоставили субсидию на покрытие части затрат по оплате лизинговых договоров на приобретение транспорта. Передача новой партии автобусов в столице региона состоится 27 апреля, в День Республики. Правительство дополнительно выделило более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам по ставке до 15% годовых для микро и малого бизнеса и по ставке 13,5% для средних предприятий. Отмечается, что такие займы будут востребованы, учитывая повышение ключевой ставки Банка России. Еще одно подписанное распоряжение правительства увеличит на 9 миллиардов капитализацию корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов. Социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%. Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Для индексации из федерального бюджета будет направлено почти 34 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 миллионов граждан. Это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» одержал крупную победу над Ростовом в матче 24-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0-5. Двумя результативными ударами отметился Дмитрий Волков. По одному взятию ворот провели Адам Габибов, Роман Аносов и Сергей Сергеев. Благодаря этой победе якутяне поднялись на 5-ю строку турнирной таблицы западного дивизиона, набрав 39 очков. В следующем 25-м туре «Заря» сыграет с новосибирским «Сибиряком». Матч пройдет в Троицке 26 марта. На этом все. Отличного дня. Кстати, известно, что многие люди перед тем, как выйти из дома, они смотрят не только, какая погода за окном, какие события произошли за ночь, они еще смотрят гороскопы для того, чтобы свой день правильно спланировать. Ты к таким людям относишься? Ну, я всегда говорю, что если прогноз хороший, я ему верю, если плохой, я его не читаю. Друзья, самое время узнать, что нам звезды на эту неделю советуют, рекомендуют, а также предсказывают. Овен. Неделя принесет вам благоприятные перемены в личных делах. Постарайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на мелочах, из которых слагается быт. Телец. В этот период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на краткосрочный успех. Не надо убегать от общения. В ходе одного из разговоров может пролиться свет на происходящие события или будет получено интересное предложение. Близнецы. Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам. Его всегда можно скорректировать в силу независящих от нас причин и обстоятельств. Рак. Для вас эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Не ищите подвох. Вам необходимо поверить в удачу и попытаться извлечь из этого периода максимум пользы. Лев. Астрологическая обстановка этой недели наполнит вашу жизнь приятными событиями. Львы в этот период смогут найти нетривиальное решение старой проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут настроиться на позитив и уверенно посмотреть в свое будущее. Дева.
Неделя будет приятной и спокойной. Нет тех вопросов, которые вы не смогли бы решить в свою пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите любое желание. Весы. На этой неделе можете смело внедрять инновации в жизнь. Можно попробовать себя в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с прической или избавиться от ненужных вещей. В финансовых вопросах необходимо проявить осторожность. Скорпион. Гороскоп указывает на то, что в этот период скорпионы могут получить ответ на важный вопрос. Если он окажется не таким, на какой вы рассчитывали, все можно будет поправить, если приложить усилия. Стрелец. Эта неделя укажет на эффективность курса, выбранного вами. Даже если придется откорректировать какой-то процесс, это не повлияет на ваш успех. Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близкими людьми. Козерог. Энергии на этой неделе будет хоть отбавляй, но имеется риск направить ее в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни. Каждый из козерогов имеет все шансы обрести личное счастье. Водолей. Ваш дар убеждения на этой неделе достоин похвалы. Применяйте свое красноречие по назначению и проявите чуть больше расторопности в делах текущих. Гороскоп советует водолеям мыслить шире привычных шаблонов. Рыбы. Неделя, в ходе которой рекомендуется нацелиться на долгосрочные перспективы. Перед вами появится несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. Позитивное настроение и вера в себя помогут достойно провести этот период. Ну что, друзья, вот и подошел наш эфир к концу. Мы с вами прощаемся, но только для того, чтобы завтра утром снова сказать вам доброе утро.